каждым годом ряды талантливой молодежи пополняются все больше и больше. Группой именно таких учащихся было создано свое собственное студенческое телевидение при Ингушском госуниверситете. И недавно они принесли свою первую победу с фестиваля студенческих телевидений, проходившего в Грозном. Камера, мотор, начали. Для Ломали Бисаева эти слова стали частью жизни. Он работает с камерой давно и уже по праву считается одним из лучших операторов в Ингушетии. Будучи руководителем студенческого телевидения, он стал победителем в номинации «Лучшая операторская работа» на фестивале-конкурсе «Студ-1». Проходил конкурс на лучшее студенческое телевидение, там принимали участие все субъекты СКФО, и мы представили свои работы в номинации «Лучшая операторская работа» и одержали там победу. Наш материал, видеоматериал признали лучшим среди всех работ, и мы получили, соответственно, награду. На фестивале был представлен видеоматериал про работу инженерного центра Ингушского госуниверситета. Ломали удалось грамотно снять лабораторный процесс очистки студентами воды, загрязненной нефтью. Его сюжет получил высшую оценку экспертов и положительные отзывы аудитории. Мы снимали работу в нашей лаборатории, как наши студенты проводят очистку воды от загрязненной нефтью, если произошло загрязнение нефтью. Вот, они используют разные вещества для очистки нефти и также работают именно с графитом. Мы просто сумели очень качественно и полноценно показать именно эту работу. Очень скоро, в октябре, должен пройти большой форум Международной ассоциации студенческих телевидений. Мы хотим принять в нем участие, а также, если получится, зарегистрировать наш университет в систему МАСТ, чтобы мы могли уже организовать работу и взаимодействие с другими вузами по всей России. Совсем недавно Ломали представил и защитил проект студенческого телевидения на форуме «Машук» и уже приступил к его реализации. В ближайшие месяцы ожидается начало публикации выпусков различного направления. Все необходимое оборудование высокого качества в наличии, команда профессионалов собрана. Именно такие студенческие телевидения, проекты развиты и ведутся и в других университетах по России. И мы решили, почему бы не сделать в нашем университете, чтобы то, что делают наши студенты, те мероприятия, которые проводят наши ребята, показать для большой аудитории. Участие в этом проекте для студентов прежде всего колоссальный опыт и отличная возможность проявить себе журналистские способности. Этим воспользовался и Амин Султыгов. Оперативно присоединился к команде телевизионщиков. Съемка и монтаж – его хобби. Моя задача заключается в том, чтобы отснять материал для роликов ИНГУ ТВ. Также я занимаюсь монтажом. Дело в том, что я работал оператором до того, как я поступил сюда, знал Ломали, нашего руководителя. Он меня позвал в ИНГУ ТВ, мне это было интересно, и я пришел. Ну а главным в новостном выпуске, пожалуй, является ведущий. Чтобы донести информацию до зрителя, необходимо владеть грамотной речью, красивым голосом и в идеале обаянием. Сложного ничего нет. Тут все зависит во-первых, от таланта самого человека и его желания. Сложности, если и бывают, то только технические. То есть, к примеру, во время съемки прошлого выпуска, который так и не был опубликован, сложность заключалась в том, что мы вообще не знали про существование такой вещи, как суфлер. То есть мы что делали? Мы заучивали текст с ноутбука, и прежде чем мы его забудем, нам надо было его высказать на камеру. В итоге у нас ничего не получилось. Подобные фестивали планируют проводить ежегодно. Для участия в нем требуется взять камеру и просто начать делать сюжеты. А уже качество и талантливую подачу материала оценят серьезные жюри. Судя по способным и инициативным конкурсантам, победа, принесенная Ломали Бисаевым, далеко не последняя для нашего региона. Муса Измайлов, Магомед Белакиев, Новости 24.